Если бы он приехал, если бы чувашский президент приехал, у нас не было бы отмены нашего суверенитета. Это их заслуга, что мы лишились суверенитета. Вот. Конгресс народов, один русский человек в журнале написал большой, что Конгресс народов надо собирать. Не такой конгресс, который у нас в Татарстане есть, а организация, где, куда бы вносили народы, их руководство, деньги для того, чтобы работал этот конгресс. Это должна быть организация, а не то, что вот собрал и так далее. И на этом кончилось дело. Конгресс народа. Далее, товарищи, я постарался вот эту брошюру привез для того, чтобы народы читали. Вот, читали. К сожалению, только некоторые читали. Здесь собран 20-летний материал. Это не просто сесть и писать. Я не скажу, что у меня, не скажу вам, как это собрано. Вот. Кто вот прочтет, увидит, как там и книги, и большие журналы, их до 20 толстых журналов, и старинные книги, все. И здесь я писал, как этот закон появился исторически. Вот. Поэтому я заканчиваю. На этом спасибо за внимание. Спасибо. Алтаю нужно дать слово. Мухаммед Миначев, председатель Народно-демократической партии «Ватан», Москва. İsenler Efendiler Hanımlar. Мне тут предложили тогда составить доклад, но я скромно отказался. Я говорю, ладно, я выступлю на премии. Поэтому у нас тема сегодня сохранение родных языков народов в регионе и Белурала. Вот я небольшой набросал, я вам хочу сейчас зачитать. Как всем нам, нерусским народам, пережить глобализацию и остаться самим собой? Понятно же, если бы народам было все равно, например, быть татарином, или чувашем, или марийцем, или же изменять национальность и стать русским, поскольку в российском государстве русские мы имели всегда государственную поддержку, а наши народы нет. Но почему-то, несмотря на явное преимущество, наши народы этого шага не сделали. И не поменяли свою национальную принадлежность, и остались теми народами, какими их создал Тангри Аллах Бог. При этом, терпя большие притеснения со стороны российского государства, которых к этому шагу подталкивало. Ладно уж татары, они мусульмане, иного исповедования, иной веры. Но вот другие народы, чуваши, марийцы, мордва, удмурты, зыряне, пермяки, якуты и другие народы приняли православие, но не смешались с русским этносом, не стали русскими, а остались теми, кем и были. Значит, национальное самосознание сидит в народах гораздо глубже, чем религиозная принадлежность. Вот эти племенные, национальные различия удерживают наши народы в том качестве, в каком нас создал провидец. Поэтому и запущенная на Западе новая теория о глобализации похожа на такой же обман, как и призрак, бродивший по Европе коммунизма, который бродил по Европе, но осел в Российской империи. Последствия усердного коммунизма на нашей земле для нас всех нерусских народов были ужасны, хотя не обошли и самих русских тоже. Мы потомки тех, которые пережили обрушившуюся на нас беду в виде строительства коммунизма. Наши предки не сумели разглядеть коварство этого лжеучения и поверили сказкам краснобаевых большевиков, обещавших национальную свободу всем угнетенным нерусским народам, и поддержали их с оружием в руках. В конечном итоге цель коммунизма оказалась проста – обрусить, ассимилировать нерусский народ СССР
превратив их в некий единый советский народ, где культура и язык должен быть русским. Но мы не клюнули на этот обман и сумели отстоять в 90-х годах свои культуры и языки. Правда, в начале Советы позволили развивать национальные культуры, открывали национальные школы, создали алфавиты, бесписьменным народом на базе русской графики, а у которых народов были письменность, как у татар и других тюрко-мусульманских народов, впоследствии поменяли алфавиты. Сначала на латиницу, а спустя некоторое время на кириллицу. На что нужно обратить внимание в двойном смене алфавитов у тюрко-мусульманских народов. Если до революции все эти народы могли читать одни и те же книги, и издаваемые в их среде периодики, газеты и журналы, то после перевода их письменности на кириллицу они уже не могли читать газеты и журналы друг у друга. В их алфавитах появились различные знаки, символы, обозначающие одни и те же фонемы, но непонятные другим. Почему-то это изобретение большевистских лингвистов не насторожило наших предков. Для чего создавать искусственные перепоны в их алфавитах? Это было сделано с целью разобщения близких по языку тюркские народы. Очевидно, тут и так всем ясно, чтобы, не дай Бог, если у них возникнет желание объединиться, чтобы такое не могло произойти никогда. В школах начали преподавать по единой государственной программе на базе русской культуры и истории, но на языках нерусских народов. Теперь нам понятно, это был вынужденный шаг большевиков, поскольку русским языком владели немногие люди в национальных анклавах империи. Вот они разрешили учиться на своих языках. Пока. Чтобы все это представить, как забота большевиков о народах и языках, для убедительности превозгласили новый лозунг: национальный по форме и социалистический по содержанию, и повели за собой поверившимся им народы. Большевики уже к 40-му году прошлого столетия начали постепенно закрывать национальные школы. Сначала в Сибири, а потом и в остальных регионах. Но завершить начатое дело помешала война с Германией. Власти СССР не забыли свои планы об усилении нерусских, своих граждан и после войны. Спустя 15-16 лет, сейчас еще, то есть 61 год, начали активно сворачивать преподавание в школах на национальных языках. Вначале, как всегда, пустили слух о неперспективности нерусских языков. То есть нерусские языки будут лишними в коммунизме, которого советский народ строил, так и не достроил, а народы почти лишились из-за этого строительства своих культур и языков. Теперь вновь, сейчас я заканчиваю. Сейчас я заканчиваю. Теперь вновь российская власть, как и предыдущие, наступает на языке Российской Федерации, но уже под другим видом идущего в мире процесса глобализации. Но почему-то получается так. Заканчивается, все, у вас осталось полминуты. Происходящие мировые процессы в общественной жизни планеты направлены на разрушение самобытности народов Российской Федерации. Такого просто быть не может. Это очередной обман нерусских народов Российской Федерации. Что странно, все эти процессы, выдуманные где-то на Западе, оседают и начинают пускать корни в России. Просто какая-то напасть на голову нерусских народов граждан Российской Федерации. И как нам теперь быть с этой глобализацией? Опять поверить в очередной обман или же начать искать пути избавления, навязываемые нашим народом властями Российской Федерации, нового пути? Наверное, будет правильно, если начнем самостоятельно искать выход из этого положения, куда нас упорно пытается столкнуть власть. Очевидно, власти посчитали все варианты возможного сопротивления их усилиям со стороны национального движения народов Российской Федерации. Принимая во внимание то, что все национальные движения малочисленны и почти не имеют ресурсов, не пользуются поддержкой руководства своих республик, например, Республика Татарстан, и также не имеют поддержки за рубежом. Раз мы оказались в положении утопающего, то и выбираться из этой трясины нужно искать выход нам самим. Больше надеяться ни на кого. Предлагаю: первое. Создать межрегиональный комитет по сохранению национальных языков в регионе Урал
и возложить на этот комитет координацию деятельности республиканских министерств образования и дать ему наднациональный статус в вопросе образования. Второе. Обратиться к президентам республик с просьбой поддержать это решение и придать наднациональный характер Координационного комитета по спасению национальных языков. Третий. На должность координатора с комитета назначить национально ориентированного человека, сотрудника, способного выдержать давление негативных сил, как со стороны федерального центра, а также с местных чинов. Но, разумеется, везде нужны кадры. Если есть кадры, это можно воплотить в жизнь. Вот, скажем, в Москве есть так называемая татарская школа 1186. Ее тогда открыли в середине 90-х годов чисто как татарский. Но поставили татарку директором школы. Так она что сделала? Она сразу сделала татарский язык факультативным. Хотя должно было в этом школе, раз она татарская, все предметы быть на татарском языке преподаны. Она преподавала так на татарском языке в неделю 3 часа. А теперь вообще уже после закона стало факультативно. Вот что хотел бы обратить насчет кадров. Действительно, кадры решаются. Спасибо, Владимир. Хорошо, передать. Пожалуйста. 5 минут. Здравствуйте. Я представляю, буду говорить без микрофона, постараюсь просто громко говорить. У нас зал небольшой, я думаю, все меня расслышат. Я представляю общественную организацию Чувашская национально-культурная автономия города Екатеринбурга. Совершенно верно, многие выступающие, особенно Анатолий Ильич, подметили, что решение вопроса сохранения и развития языка коренных народов России невозможно без анализа социально-культурных, социально-политических тем. Но это очень широкая проблематика, мы ее даже не сможем вкратце рассмотреть. Поэтому я буду говорить исключительно все же о языке, о проблемах его сохранения и развития. Особенно в условиях, когда, скажем, вот мы, чуваши, живем за пределами республики на Урале. И у нас совершенно нет никакой возможности не то чтобы требовать создания чувашских классов. У нас нет возможности даже получить учебники, ориентированные на тех представителей национальностей, которые вынуждены учиться в русской школе, но тем не менее имеют интерес к сохранению и изучению своего родного языка. Вот я в перерыве разговаривал с Вениамином Дмитрием Вениаминовичем Ивановичем. Действительно, есть чувашские учебники исключительно для чувашских школ. Есть учебники чувашского языка для русских школ. Но должны быть также учебники для тех чувашей, которые живут за пределами республики. Они на бытовом уровне знают язык, но изучить язык с точки зрения его литературного богатства, социально-политической технологии, это, конечно, трудно, тем более, особенно в условиях нахождения за пределами республики, где, по крайней мере, это звучит по радио, на улицах, много литературы. Если такой учебник удастся издать, то, я думаю, это будет хороший пример и для других народов. И вообще говоря, я думаю, что действительно необходимо всю работу, которая ведется различными народами по сохранению и развитию языка, ее необходимо обобщать. И у меня предложение такое, сделать такой форум по сохранению языка ежегодно, с предварительным уведомлением, с предварительным приемом тезисов, докладов, для того, чтобы их выровнять и сделать более точно ориентированными на эту тематику. Я также поддерживаю предложение, прозвучавшего у Рахимова, о проведении следующего форума в Уфе, где будет поставлен и помимо чисто, скажем, лингвистического вопрос о политических основаниях для решения многих социально-культурных проблем, в том числе сохранения языка. Должен вам сказать, что мы у себя в Екатеринбурге аналогичную работу проводим. В прошлом году весной мы проводили День чувашской государственности, и в рамках этого праздника
Мы провели конференцию